Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы коротко поговорим об одном из главных инноваторов прошедших десятилетий – Стиве Джобсе. Итак, Стивен Пол Джобс родился в Сан-Франциско в 1955 году. Детство Стива прошло в Силиконовой долине, которая тогда начинала превращаться в мировой центр развития компьютерных технологий. Гаражи и сараи, которые местные студенты и инженеры заполняли горами разнообразного электронного оборудования, были в этом районе обычным зрелищем. Это восхищало молодого Джобса, и именно это привело его к встрече со Стивеном Возником в 1969 году. Позже оба, пытаясь что-нибудь заработать, начали продавать платы, над которыми они работали. А еще через некоторое время у них появилась идея назвать свою небольшую, так сказать, гараж-фирму Apple. Помимо сборки компьютерных плат в гараже Джобса, параллельно начались работы над новым, более совершенным компьютером Apple II, который был готов в 1977 году. Джобс тут же начал вести активный поиск инвесторов, готовых вложить деньги в компанию, и спустя некоторое время ему удалось заключить сделку с Майком Маркуле, бывшим сотрудником компании Intel, который инвестировал аж $250 тысяч. И Майк не прогадал, Apple II стал символом мировой революции в мире персональных компьютеров. В результате компания начала быстро расти и всего лишь через 4 года достигла национальных масштабов. А собственный капитал Стива Джобса в тот месяц достиг отметки $200 миллионов. Ему на тот момент было всего лишь 25 лет. Компания росла, развивались другие идеи. Но из-за особенностей характера Стива, такие как импульсивность и неуравновешенность, его вскоре отстранили от работы над разными проектами. Компания стала терпеть неудачи, и даже проекты, над которыми работал сам Стив, провалились, и вскоре его совсем отстранили. Это решение правления компанией шокировало Стива, ведь он был создателем Apple, а его просто взяли и вышвырнули. Однако он не опустил руки, а занялся активным поиском новых путей самореализации. В 1986 Стив покупает анимационную компанию Pixar. Параллельно он создает новую компанию Next, которая занимается разработкой компьютеров для научных исследований. Но обе фирмы поначалу не увенчались успехом. Джобс был опустошен, большую часть времени он проводил дома, с маленьким сыном и женой. Но потом Pixar все же спасла ситуацию. Компания создала первый в истории мультфильм, созданный с помощью компьютера. Кассовые сборы фильма были огромны, капитал Джобса, владевший тогда 80% компании, достиг аж $1,5 миллиарда. А Apple в то время переживала худший год в истории. Компания стала угрожающе быстро терять позиции на рынке. Нужны были инновации. И, конечно же, Apple решила вернуть Джобса. Он же сразу начал широкомасштабную реорганизацию работы всей компании. Полгода спустя после своего возвращения Стив добился прибыльности компании, однако полноценное возрождение Apple произошло, когда Джобс представил публике новый настольный компьютер под маркой iMac. Невероятный дизайн iMac взорвал индустрию персональных компьютеров, которая в течение десятилетия была не в состоянии произвести ничего, кроме черных или бежевых коробок. Но наибольшим прорывом в развитии компании Apple стала реализация проектов iPod. Эстетичный дизайн, отличный интерфейс и джойстик-колесико, быстрое FireWire соединение и возможность синхронизации с iTunes мгновенно сделали его хитом продаж. А пока дела компании шли хорошо, в личной жизни Джобса произошло потрясение. Ему диагностировали рак. Но после пары операций и пересадок болезнь вроде как отступила. При этом Стив Джобс заметно похудел. Ну а после, в 2007 году, для компании наступил самый важный шаг для закрепления успеха. Стив Джобс лично представил миру iPhone 2G. iPhone стал лучшим творением Apple с технологией мультитач, широкими возможностями веб-серфинга, по крайней мере на тот момент, функциями iPod, простым интерфейсом и многим другим. Этот смартфон, по словам самого Джобса, на много световых лет опередил всех своих конкурентов. Выход iPhone встряхнул индустрию телефонов. Но спустя всего лишь через 4 года, 5 октября 2011, на 56-м году в своей жизни Стив Джобс умер от остановки дыхания, вызванной раком, который вновь заявил о себе. Весь мир был потрясен, так как он вел очень активный образ жизни. После презентации первого iPhone он успел представить еще 4 новых моделей, 2 iPad и сервис iCloud и многое другое. Ну и на этом у меня все. Если вам понравился ролик, то ставьте лайк и напишите в комментариях, что вы думаете о Стиве Джобсе. Был ли он гением или его переоценили. Пока!